самая старая действующая мечеть на территории Крыма. Если мы не сделаем, кто сделает? Все легко и просто, когда одна цель. Наши же дети это все будут видеть. Ты столяр, ага, ты это делаешь. Ты там медник, ты это делаешь. Кто только не работал в этом проекте. И сварщики, и архитекторы там. Очень много интересных людей было задействовано. Не, ну на самом деле, ты не сделаешь, так и будешь ходить в это заброшенное помещение. Когда мы туда приехали, получилось так, что собрался. Это же люди, которые приходят туда молиться. Они к этому зданию относятся как к своему. Вот. Там порядочек на территории, все. И когда мы с ними разговаривали, у нас абсолютно не было никаких там разночтений. Мы думали одинаково. Они думали точно так же, как и я. И я думал точно так, как они. Нам хотелось восстановить так, как было. И каждый внес свой вклад в это дело. Мы определились, что мы делаем. Я им показал все. Я им показал на планшете, как выглядят эти люстры, примерно основные, как будут выглядеть фонари. Короче, с дизайном мы определились. С людьми, которые пришли, джемат, которые занимались, взяли на себя такую миссию восстановить освещение. Значит, следующий шаг – понять, какого размера будет все это, люстры, все эти фонари, потому что, просто так же сложно сделать. Мы нашли архитектора, которая согласилась нам помочь. Значит, что она сделала? Я ей дал техзадание, она прорисовала все это в 3D, фонари, люстры, построила это помещение, повесила все на свои места. В итоге, когда все это зафиксировали, она дала все размеры нам. И, исходя из этих уже размеров, сделал бумажный макет, потом по задумке цветные стекла. Мы хотели сначала, чтобы весь фонарь был, в этих мозаичных стеклах, но это было дороговато, поэтому мы отказались от этого. Решили сделать только переднюю стенку. Витражное стекло. Это у нас сделал Индир Ишлавский наш. Единственный мастер, который это делает сегодня в Крыму. Я ему дал размер, он сделал нам эти стекла. Мы это все померили, убедились, что все хорошо. И все, дальше уже просто дошло дело наконец-таки до меди. Задача моя, как мастера, кроме формы, еще сделать фонарь удобным в обслуживании и в работе. То есть, если надо поменять лампочку, значит, мы должны открыть дверь. Она вот так будет открываться, меняется лампочка, закрывается дверь, и все. Вот здесь будет одно такое стекло, а вокруг будут
прозрачные стекла, ну такие под старину. Ставим вот этот купол на место, и этот купол у нас крепится вот таким элементом. Это у нас одновременно и элемент крепления, и украшение алем. Алем — это абсолютно традиционная форма, а вот эта деталь корпуса основному крепится вот такими элементами. 3 из них с кольцом, к которым будет крепиться 3 цепи. Это будет все висеть на 3 цепях. То есть это абсолютно традиционная конструкция и форма фонарей. Наша задача была воссоздать, повторить. Вот чем мы и занимаемся. Сначала я сделал 2 фонаря. Они были чуть-чуть разные по цвету. Один был патинированный, другой был без патины. Мы повесили это все. Всем очень понравилось. Короче, я был очень доволен, счастлив, что опять же все думают, как я. Самое сложное было позади. То, что занимало очень много времени. Вот эти поездки, эти все согласования, эти все рисунки, эти эскизы. Это очень долгий процесс. Я думаю, мы там за полгода сделаем это все. Но год прошел, мы его еще не сделали. Он когда висит целый, кажется, ну что там фонарь. Ну, сейчас его сделать недолго. Каждый болт, каждую гайку, каждый этот элемент, тюльпанчик висит. Это же несколько раз переделывалось. И вот когда это все сделали, уже было все формы готовы, все шаблоны готовы, специальные приспособления для сбора фонарей готовы. Тогда все быстро получается. Дальше началось самое интересное. Для того, чтобы сделать все правильно, нужно было посмотреть, как в других мечетях, да, старейших. Оказывается, там вот такие плафоны используются в освещении. И я сразу ребятам сказал, если мы хотим сделать освещение, то мы должны по возможности просто повторить, как должно быть, как было, как есть. Нет проблем, сказали они, и привезли из Турции вот такие плафоны. Их будет много по кругу на центральных люстрах. Там в 2 ряда они идут. И в центре еще будет висеть цветной фонарь. Я думаю, что это будет очень красиво. А собирать надо было там, в джами, на месте. А там еще дети были, сколько им лет, по 10-12 было, да? Короче, они бегали, игрались, потом смотрю, они так быстро собрали эти фонари, даже без указки, как конструктор. Раз, пособирали, этим взрослым раздали и все. Ну, была очень интересная картина, когда взрослые там очень такие серьезные провода соединяли, а дети как бы, между прочим, быстро собрали, решили для некоторых неразрешимую задачу. Молодцы. Я не знаю, просто повезло. Я туда раньше ходил, когда смотрел на эти стены. Это старинное сооружение, оно не должно
быть беспризорным, не должно стоять опустошенным, оно должно жить. «200 лет пройдет, мы же не знаем, что будет, а мы сегодня живем, наши дети живут вокруг нас, их дети будут. Хотя бы то, что вокруг нас, мы вот это пространство должны сделать красивым, таким, каким должно быть оно».